صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد نبي الله اللهم صل على محمد. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ними. Братья и сестры в исламе, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня мы продолжим наше путешествие по жизни 4 великих имамов. В прошлый раз мы очень кратко поговорили о жизни имама Абу Ханифы. Аль-имам Аль-А'зам, величайшего имама, как его принято называть. И сегодня, с позволения Аллаха, мы начнем опять же очень короткое повествование об имаме Малике, ибн Анасе, еще одном великом ученом в череде великих ученых ислама. Мне хотелось бы прояснить некоторые моменты с нашей прошлой лекции. В тот раз я сказал, что Абу Ханифа состоял в одном из кругов имама Малика, когда имаму Малику было всего 13 лет. Я должен поправить себя. На самом деле имаму Малику было не 13 лет, а он был младше Абу Ханифы на 13 лет. Имам Малик руководил научными кружками, и более того, он достиг уровня муфтия, муджтахида. Это тот, кто может взглянуть на аят Корана или на хадис и вывести из них новое решение по вопросу, которые не существовали раньше. Это и есть муфтий или муджтахид. И это совсем не легкое дело. Имам Малик стал муфтием, когда ему было всего 20 лет. И он говорил: «Я не вынес ни одной фетвы, решения, пока не получил разрешение на это от 70 великих ученых». 70 ученых. Мы не говорим об обычных людях, как мы с вами, которые голосуют, давать ему разрешение или не давать. Нет, это не тот случай. Это были 70 самых выдающихся имамов, знатоков исламской юриспруденции, ученых Медины. 70 лучших, которые сказали: вот теперь ты готов выносить свои собственные решения из Корана и хадисов, естественно, основанные на доказательствах. Это высочайший уровень знаний. И мне очень грустно, когда я вижу людей, которые сегодня, так и в недавнем прошлом, которые направо и налево выносят фетвы, совершенно не задумываясь о последствиях. Им нравится, когда люди их спрашивают. И они бывают очень смущены, когда не могут ответить на какой-нибудь вопрос. И что они делают? Они начинают выдумывать ответы и говорить от себя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто бы ни лгал от моего имени, делая это сознательно, пусть готовит себе место в аду». И мы еще вернемся к этой теме чуть позже, иншаллах, о том, как имамы выносили фетвы и что думали по этому поводу. Я бы хотел прояснить еще один момент с нашей прошлой лекции. Я говорил, что в Куфе и в других частях Ирака возникла определенная группа людей, новая группа с очень запутанной и опасной идеологией, которых называли хавариджами. Я сказал, что они считали кафиром любого, кто совершит хотя бы один грех, даже если это малый грех. Я бы хотел исправить свою ошибку. На самом деле они считали кафиром того, кто совершит большой грех, например, будет пить спиртное или совершит прелюбодеяние. Просто хотел прояснить этот момент. В любом случае, знание принадлежит только одному Аллаху, Свят Он и Велик, а мы всего лишь передаем эти знания по мере наших возможностей. Мы должны быть очень внимательны, а если мы совершим какую-то ошибку, то тут же должны ее исправлять. Братья и сестры, я хотел бы начать с того, что на протяжении всей истории существовало множество религиозно-правовых школ, мазхабов. Мы знаем про ханафитский мазхаб, шафиитский, маликитский и хамбалитский мазхабы. Но на самом деле существовало множество других мазхабов, которыми руководили великие ученые. Но по некоторым причинам их жизненный путь был недолгим. И удивительно, что Всевышний Аллах сохранил именно эти мазхабы, позволил им остаться до наших дней.
Мазхабы имама Абу Ханифы, Малика, Аш-Шафия и Ахмада ибн Хамбаля. Примерами исчезнувших мазхабов являются мазхабы шейха Ибрахима ан-Нахаи, Лейса ибн Саада, Аль-Узаи и других. Возможно, вы впервые слышите эти имена, но это были великие ученые, руководившие мазхабами, которые когда-то существовали. Вы, наверное, слышали от своих родителей и от некоторых представителей вашей уммы утверждение, что если человек дотронется до противоположного пола, то его омовение портится. Это может быть рукопожатие или любое прикосновение, даже случайное. Конечно, у ученых разные мнения на этот счет. Но как раз таки Ибрахим ан-Нахаи, учитель Абу Ханифы, был первым, кто выдвинул это мнение. Таково было его мнение, основанное на доказательствах. И еще я хотел бы указать, откуда я беру всю эту информацию, на что ссылаюсь. Существует множество книг, но, к сожалению, на английском языке вы найдете очень мало трудов о жизни 4 имамов. Лучшая из них – это книга под названием «4 имама. Жизнь, труды и научные воззрения». Автор книги – Мухаммад Абу Захра. Эта книга на английском, и это очень хорошая книга, на которую можно опираться. Есть еще одна книга, которой я пользовался. Она называется «Жизнь благородных символов». Она на арабском языке. Не знаю, есть ли она на английском, но это очень замечательная книга о жизни великих предшественников. Также я использовал книгу «4 имама» Мустафы Шакаа. В качестве материала я брал лекции разных историков, ученых со всего мира, просто чтобы ознакомиться с их мнениями по данной теме. Еще я взял немного материала из книги «Тарих ут-Табари». Думаю, вы все знаете эту книгу. В ней содержится как достоверная, так и не совсем достоверная информация. В ней можно встретить и такое, что приведет вас просто в замешательство. Эти имамы говорили все, что знали, но главное, это что бы они ни приводили, они всегда указывали на источник, откуда та или иная информация была взята, является ли она достоверной или нет. Я не помню точно, но кто-то из имамов обучил своего сына 30 тысячам хадисов. И когда тот выучил 30 тысяч хадисов со всеми иснадами, именами передатчиков, отец говорит ему: «Сынок, теперь ты будешь учить достоверные хадисы». Получается, что все те 30 тысяч хадисов, которые он выучил, были недостоверными. Вот как относились к знаниям сотни лет назад. Что же говорить о нас с вами сегодня? Хвала Всевышнему Аллаху, у нас есть великие ученые, которые изучили все эти хадисы. И я думаю, именно благодаря им до нас дошла достоверная информация. Итак, имам Малик ибн Анас. Нам нужно немного поторопиться, чтобы успеть, иншаллах. Как я говорил, главным девизом наших лекций являются слова Аллаха. Ученые – это именно те, кто действительно боится Аллаха. Чем больше вы познаете Аллаха, тем больше вы его боитесь. Это и есть истинная богобоязненность. Это благочестие, сильная вера. Они совершали благое, даже весом в пылинку, и остерегались грехов, как бы малы они ни казались. И все это из-за любви и страха перед Аллахом, свят Он и велик. Это и есть истинные ученые. Я не говорю о других людях, просто обладающих какими-то знаниями, в голове которых огромное количество информации, которые вытаскивают ее вслепую. Нет, это не ученые. Есть преступники, которые прекрасно разбираются в хакерстве. Если понадобится, они взломают компьютерную систему НАСА. Они могут зайти в любую систему и подвергнуть ее кибератаке. То есть они очень умные люди. Но являются ли они учеными? Нет. Когда мы говорим об ученых, прежде всего, мы имеем в виду их моральные качества, их характер, а уже потом обращаем внимание на их познания. Я часто сравниваю имама Малика и имама Абу Ханифу. Если спросить, какими титулами можно охарактеризовать этих двух ученых, то, на мой взгляд, имама Абу Ханифу можно охарактеризовать как человека, обладающего очень острым умом и красивой внешностью. Что касается имама Малика, то я назвал бы его обладателем недосягаемого благородства, человеком, пользующимся абсолютным уважением. Конечно же, каждый из имамов обладал уважением и благородством, но в нашем герое эти качества проявились в высшей степени. Имам Малик обладал внешностью, которую Аллах создал именно для него. Это был высокий, широкоплечий мужчина, широкогрудый, и он обладал решительным и уверенным видом. У него были светлые волосы, белое лицо, и по некоторым источникам у него также были голубые глаза. Его борода достигала груди. На нем всегда была самая дорогая и изысканная одежда. В этом он отличался от других имамов. Он любил носить одежду самого лучшего качества. Увидев его на улице,
Вас поразили бы его внешние качества. И даже не зная, что это имам, вы все равно зауважали бы этого человека. На арабском это называется гайба, то есть достоинство, почтение. Отец имама Малика был табиином. Мы говорили, что табиины – это люди, которые видели сподвижников и умершие в исламе. Значит, имам Малик был последователем табиинов, то есть тем, кто встретил табиинов. Дедушку имама также звали Маликом ибн Анасом. Он был табиином. А прадед имама был сподвижником по имени Абу Амир. Он был другом Уфмана ибн Аффана, да смилуется над ним Аллах, а также одним из тех, кто создавал копии Корана. Мы знаем, что необходимость в этом возникла после битвы с Мусейлимой аль-Каззабом, когда погибло множество хафизов. Он также был одним из тех, кто нес тело Усмана ибн Аффана на кладбище Бакиа. Абу Амир дожил до появления халифа Умара ибн Абдул-Азиза и умер, когда его правнуку Малику ибн Анасу, нашему герою, было всего 7 лет. Имам Малик начал изучать науки в возрасте 10 лет. Человек может встать на путь знаний в любом возрасте, может учиться столько, сколько пожелает Всевышний. Что такое 10 лет? Кому-то этот возраст может показаться слишком ранним, но дело в том, что в то время дети не были такими, какие они сейчас. К сожалению, общество, в котором мы живем, 16-летние, 20-летние люди до сих пор ведут себя как дети. Люди говорят, они всего лишь подростки, пусть еще повеселятся. Ничего, что они балуются наркотиками, пьют алкоголь, вступают в запретные связи. Они же всего лишь дети. И вот эти дети достигают такого возраста, когда они уже отвечают за свои поступки. Но беда в том, что их не научили быть ответственными. Когда же мы говорим о временах сподвижников и табиинов, то тогда 10-летний мальчик был подобен 20-летнему юноше сегодня. Итак, в 10 лет имам Малик вступил на путь требования знаний. Всю свою жизнь он провел в лучезарной Медине, на земле пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И за всю свою жизнь он ни разу не покидал этот благословенный город. Только во время хаджа и умры он покидал Медину и отправлялся в Мекку. Он не только ни разу не покинул Медину за всю свою долгую жизнь, а прожил он около 90 лет. Он также ни разу не был верхом на верблюде или осле, когда находился в Медине. Кто-нибудь знает почему? Дело в том, что он обладал настолько сильным почтением и любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, что считал неподобающим для ученого человека, олицетворяющего собой религию, возвышаться над землей, в которой покоится тело посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он считал, что это будет проявлением неуважения, если имам, представляющий религию на самом высоком уровне, возвысит свои ноги над землей. То есть это было проявлением уважения к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Вы можете себе представить? За всю свою жизнь он ни разу не возвысил свои ноги над землей, когда передвигался по Медине, почти 90 лет, кроме того случая, когда отправлялся в хадж в Мекку. Когда халифы, правители того времени хотели встретиться с ним, он никогда не отправлялся к ним в Багдад или в Куфу. Имам ждал, когда наступит хадж, и если имам был в Мекке, то встречался с ними там, в их резиденции. А когда правители сами прибывали в Медину, он встречался с ними в городе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и давал им советы. Имам Малик никогда не обращался к правителю по своей личной нужде, или когда его просили оказать личную услугу им. Он никогда не просил чего-нибудь личное для себя, и не навещал правителей по их просьбе. Он навещал правителей или каких-нибудь должностных лиц только для того, чтобы дать им советы, или исправить их ошибки. Это было отличительным качеством всех имамов, всех ученых и особенно 4 имамов, братья и сестры. Да, имамы расходились в некоторых второстепенных вопросах в религии, таких как, например, как держать руки во время молитвы, портится ли омовение в том или ином незначительном случае, или кому желательно отдать мясо жертвенного животного, родственникам или беднякам и так далее. В этом были их разногласия, ничего серьезного.
Проблема в том, что мы сегодня придаем этим незначительным вопросам слишком много внимания. И даже в то время некоторые люди были настолько привязаны к своим мазхабам, что превратили их в своего рода культ. И дело дошло до того, что в Мекке во время молитв собирались 4 джамаата, которыми руководили 4 имама разных мазхабов. Это ведет к расколу в умме. Существует разница между расхождениями во мнениях и разделением людей на своих и чужих. Даже сподвижники порой расходились во мнениях. Но эти расхождения никогда не раскалывали общество. И клянусь вам, те, кто занимается подобным разделением, совсем не знает жизни этих имамов, не знает своих учителей. Потому что имамы уважали друг друга, уважали мнение каждого ученого. Они учились друг у друга, обменивались знаниями, вели научную переписку. У них были общие учителя. Поэтому люди, раскалывающие умму, являются невеждами. И неважно, сколько они знают и у кого они учились. Если знания становятся причиной раздоров и смут среди мусульман, то нет в них никакой пользы. И кто обладает ими, не является знающим человеком. Имам Малик был настоящим ученым. Поговорим кратко о его биографии. Он родился в Медине в 93 году по хиджре. Это где-то 716 год. Умер он в 179 году по хиджре, в возрасте 86 лет. И на смену одному имаму приходит другой. Имам Малик видел имама Аш-Шафии, а также самых выдающихся учеников Абу Ханифы, Кадия Абу Юсуфа и некоторых других. Отец имама Малика был инвалидом. У него была парализована одна часть тела. Он изготавливал стрелы и этим зарабатывал себе на жизнь. Но отец имама Малика был еще и мухаддисом, большим ученым в этой науке. Таким образом, имам происходил из семьи больших ученых, в отличие от Абу Ханифы, который поздно начал изучать науки, где-то в 20 лет. Имам Малик начал учиться в 10 лет. Мы знаем, что Абу Ханифа стал ученым по воле случая. Помните, я рассказывал, как он проходил по улице, а имам Аш-Шейбани заметил его и спросил, куда он идет. Абу Ханифа ответил, что по торговым делам. Но на это имам сказал ему: «Юноша, не трать свое время попусту. Лучше займись изучением своей религии. Я вижу у тебя огромный потенциал». Так Абу Ханифа стал великим ученым. У имама Малика было по-другому. С самых ранних лет он проводил время в мечети, занимаясь религиозными науками. В его жизни был один переломный момент, который и определил судьбу будущего имама. Отец, являясь ученым, несомненно повлиял на его выбор. Но еще большее влияние на жизнь и судьбу имама Малика оказала его мать. Я надеюсь, что сестры слышат меня сейчас. Мать имама Малика – это человек, который определил его будущее. Его мать. Недаром говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Мы не говорим о муже и жене, мы говорим о сыне и матери. Мы еще вернемся к разговору о ней. У имама было 3 брата и 1 сестра. Его старший брат, которого звали Ан-Надр ибн Анас, был большим ученым. О нем говорили во всей Медине и считали самым знающим ученым своего времени. И продолжалось это до тех пор, пока имам Малик не стал широко известен своими знаниями. И о Надре ибн Анасе его братья благополучно забыли. Сначала люди говорили «Малик – брат Надра», указывая на высокую степень его брата. Когда же по воле Всевышнего Малик достиг своего высокого уровня, люди уже стали говорить «Надр – брат Малика», уже наоборот. Поговорим, как проходило его детство. Имам Малик был очень резвым мальчишкой, который иногда любил похулиганить. Он не всегда слушался своих родителей и порой доставлял им много хлопот. По-арабски таких называют кашиш-хамам. У имама в детстве были голуби, которых он разводил. И, как мы уже сказали, он любил похулиганить. Он был очень подвижным. И уже с малых лет имам Малик обладал большим самоуважением. Он не позволял людям плохо относиться к себе. Очень злился, когда задевали его честь. Мать же его была именно такой, которая знала, как усмирить его характер. Однажды произошел интересный случай. Когда имаму было 9 лет, он вместе с семьей сидел за ужином. Они сидели на полу вокруг еды. И в такие моменты его отец часто задавал ему и его брату вопросы по фикху. И я хочу, чтобы вы внимательно слушали, как раньше воспитывали детей. Фикх – это знание религии в повседневной жизни.
как совершать молитву, омовение, вопросы наследства, что такое ростовщичество, то есть практическое понимание шариата. Итак, их отец задавал им вопросы по фикху. Он задал вопрос имаму Малику, но тот не смог ответить на него. Но его старший брат знал ответ и тут же на него ответил. На это отец имама Малика сказал ему: «Голуби отвлекли тебя от знаний». Эти слова поразили имама прямо в сердце. Они вызвали в нем гнев. Но это не тот гнев, который заставил его измениться. Он не испытывал гнева к отцу и не стал завидовать брату. Гнев верующего имеет другую основу. Этот гнев прежде всего проявляет в человеке мотивацию, чтобы он смотрел вперед, был оптимистичным и выбрал тот путь, который приведет его к успеху. И вот этот гнев стал одной из причин того, что имам Малик всерьез задумался о приобретении знаний. Еще стоит ответить, что однажды, когда мать имама увидела его рассерженным, она велела ему принять душ. Затем она надела на него прекрасную новую одежду, надушила благовониями, в общем, делала из него очень видного, приятного и репрезентабельного молодого человека. Затем она сказала: «Сынок, я отведу тебя к имамам Медины, чтобы ты получал у них знания». Но он ответил ей: «Ну, мама, я хочу стать певцом». Вы можете в это поверить? В детстве имам Малик хотел стать певцом, он обладал хорошим голосом. На это его мать сказала следующее: «Я хочу, чтобы матери, так же как и отцы, внимательно слушали, как нужно воспитывать детей». Она не сказала, например: «О нет, сынок, это харам, и думать об этом не смей». И, естественно, она не сказала: «О, это отличная идея, сынок, ты будешь зарабатывать большие деньги, станешь известным». Нет, нет. Его мать была очень умной и мудрой женщиной. Это всего лишь ребенок, и с ним нужно обращаться соответственно его уровню. Проявлять терпение. Вам придется повторять ему одно и то же множество раз. Итак, послушайте, что она сказала. «Малик, пение – это не только хороший голос, но еще и красивая, привлекательная внешность. А ты не обладаешь ею. У тебя неподходящий вид». То же самое мы видим и сегодня в музыкальных телешоу, которые крутят по австралийскому телевидению. Вы никогда не пройдете на конкурс, если у вас нет подходящей внешности. И не важно, что у вас прекрасный голос. Это говорят сами участники этих шоу. И мы знаем, какого внешнего вида они хотят. Да убережет нас от этого Аллах. Мы же говорим о том, что было сотни лет назад, возможно, через 100 лет после смерти пророка. Как сейчас, так и тогда певцы и певички всегда были теми, кто они есть на самом деле. Их сущность не изменилась. Если у тебя нет красивой внешности, твой голос не имеет никакой цены. Слова матери заставили имама Малика разочароваться в карьере певца. Он сказал себе: «Уф, зачем мне эта внешность?» Ребенок поверил словам матери. Дети в этом возрасте мало задумываются о том, как они выглядят. Хотя на самом деле имам Малик в детстве был очень красив, но его красота проявлялась в его достоинстве, самоуважении. Это не та красота, когда вы смотрите на человека и думаете, как же он великолепен, какие черты лица. Нет, это скорее внутренняя красота, которая находит свое отражение и во внешности. Как я уже сказал, имам обладал большим благородством и самоуважением. И вот мать отправилась с ним в Медину, в мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В мечети они увидели, как 70 учителей одновременно давали уроки своим студентам. И так было всегда. Медина – это город, похожий на университет. С рассвета до заката одновременно 70 учителей давали уроки в своих классах. Иногда количество учителей доходило до сотни. Среди них были табиины, последователи табиинов, лучшие представители Медины. Мать имама Малика выбрала для него одного учителя, и ее выбор был не случайен. Этого учителя звали Рабиа ибн Абдур-Рахман. У нас сейчас нет времени, чтобы говорить о его жизни. У него прекрасная история, и, иншаллах, мы как-нибудь уделим этому время. Его еще называли Рабиа-тур-Рай. Это потому, что Рабиа ибн Абдур-Рахман обладал большим мнением, основанным на знаниях. Он был настоящим экспертом в области юриспруденции. Люди знали об этом ученом. Когда кто-нибудь получает известность, величие, люди запоминают его имя, и уже нет необходимости называть его родословным. Но имя этого ученого сохранилось в памяти. Люди говорят «Рабиа мнение», имея в виду Рабиа ибн Абдур-Рахмана, ученого, обладавшего очень уважаемым мнением. Это как Александр Великий. Например, есть много Александров, но когда мы говорим «Александр Великий», мы знаем, о ком идет речь. Итак, Рабиа тур-Рай – обладатель наилучшего мнения. Имам Малик обучался у Рабиа ибн Абдур-Рахмана, а тот, в свою очередь, обучался у так называемых 7 факыхов Медины.
Это были 7 факыгов, 3-го поколения ученых. Сперва шел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, затем сподвижники, а после сподвижников шли табиины, среди которых были 7 факыгов Медины. 4-м поколением ученых были наши герои, 4 праведных имама. Эта градация носит название Табакатуль уляма, степени ученых. Мы не будем много говорить о Рабиа ибн Абдур-Рахмане. Скажем лишь, что именно у него имам Малик научился извлекать мнения, основанные на знаниях. Вот какой совет дала ему мать. Я хочу, чтобы все внимательно выслушали этот совет. Это очень важный момент для родителей, особенно для матерей, и особенно для тех, кто приобретает исламские знания. Первое, что мать сказала ему, было следующее. Она посмотрела ему в глаза и произнесла: «Сынок, я привела тебя к этому имаму не только, чтобы ты взял от него знания, но в первую очередь, чтобы ты изучил его адабы, его характер и манеры». Есть история про одного иудея. Я забыл, как его звали, но знаю, что он был студентом, ищущим знания. Однажды он отправился к одному ученому, который жил в чужих краях. Когда иудей прибыл к нему, ученый спрашивает, какую часть из Торы он хотел бы изучить. Тот иудей ответил: «Я не пришел к вам изучать Тору. Я пришел, чтобы посмотреть, как вы завязываете шнурки на вашей обуви». Вы понимаете, для чего я привожу эту историю? Раньше студенты изучали нравы, характер своих учителей. Они следили за любым их движением, которое совершал их учитель. На то, как он выглядит, как сидит, как двигается, как одевается, как ест. За ними следили так же, как за сегодняшними так называемыми звездами кино и музыки. Братья мои и сестры, студенты в прошлом изучали не только какие-то конкретные науки. Прежде всего, они изучали нравы своих учителей. И грустно видеть, как сегодня студенты изучают науки, но совсем забывают о хороших манерах и нравах. Как результат, их знания сводятся только лишь к спорам и дискуссиям. И это имеет место даже среди шейхов, которые забыли истинные нравы и манеры, которыми должны были обладать ученые. И в результате в них появляется такое плохое качество, как рия, показуха, желание показать себя перед другими, выявить свои познания. И из-за этого у нас проявились так называемые придворные ученые и им подобные. Клянусь Аллахом, это очень грустное зрелище. Исключительной особенностью 4 праведных имамов, а также и ученых прошлого, в отличие от сегодняшних дней, было то, что каждый из имамов имел свой собственный доход, и это делало их очень влиятельными в обществе. Они не зависели от государства, от какого-либо фонда или мечети. Они работали и имели свое дело. У имама Малика был свой небольшой бизнес. Он продавал одежду. Имам Малик, великий ученый, продавал вещи, чтобы заработать себе на жизнь. Еще он принимал подарки от правителей, но при этом никогда не брал их лично для себя. Скоро мы поговорим, для чего он это делал. Ведь мы знаем, что другие имамы не принимали подарков. Иншаллах, если останется время, мы узнаем мнение имама Малика об этом. Это очень интересное мнение, скажу я вам. В начале своей учебы он все еще был шаловливым подростком. Но его шалости были несколько иного характера. Я приведу вам пример. Иногда он любил подшутить, чтобы подстроить все так, чтобы все внимание учителя досталось ему одному. Он приносил в класс финики или другие сладости и раздавал их своим одноклассникам, при условии, что они все пойдут домой. И таким образом они уходили. А имам Малик и, возможно, еще 1-2 ученика оставались в классе, и все внимание учителя доставалось ему. Вот так имам Малик начал свой путь. Он был подобен сосуду, наполненному знаниями. Мы все знаем прозвище «любимчик учителя». Имам Малик был именно таким. И это не считалось чем-то зазорным в те времена. И в отличие от сегодняшних дней, этому не придавали негативный оттенок. Точно так же не считалось унижением для кого-либо сказать, что мать сделала из него человека, повлияла на его выбор. Сегодня про таких говорят «маминкин сынок», поистине гадкое выражение, или «любимчик учителя». Эти унизительные выражения придуманы специально, чтобы отвернуть людей от любви к знаниям. Как сказал один поэт, «Мать подобна медресе. Если позаботишься о ней, то она, в свою очередь, позаботится о воспитании целого поколения, основанного на благородстве, любви к знаниям и мудрости». И так далее. Итак, имам Малик был любимчиком учителя. Если вы хотите, и я не боюсь это сказать, он любил изучать хадисы, любил своих учителей. Бывало, что он стоял прямо под палящим солнцем, ожидая учителя. Вы же знаете, как жарко бывает в Медине. Это не то, что здесь, где постоянно тучи. Там настоящее пекло. И он терпел эту жару. Однажды он ждал своего учителя на очень горячей скале. Он стоял и ждал под открытым солнцем. Это показывало его уважение к учителю. И это не то, что сегодня, когда шейхов со всех сторон атакуют вопросами, не давая им передохнуть. Их перебивают, перекрикивают, не говоря уже друг о друге.
Нет. Имам Малик даже не смел постучать в дверь своего учителя. Он ждал, иногда 2, иногда 3 часа. Он стоял в жару под полуденным, палящим солнцем, когда все сидят дома. Одним из его учителей был имам Ибн Гурмуз. Он был вторым учителем имама Малика. Имам Ибн Гурмуз не любил, когда кто-либо его останавливал, чтобы задать вопрос, кроме как во время его урока. Это потому, что весь его день был расписан по минутам. Он не позволял себе тратить время на что-то незапланированное. Но имама Малика это не останавливало. И он всегда что-нибудь придумывал. Он ждал учителя, сидя на скале. И когда тот выходил, Малик незаметно подбирался к нему, и первое, что он говорил, это «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Имам Ибн Гурмуз отвечал «Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракатуху». И так имам Малик начинал свое обращение. Он никогда не начинал прямо с вопроса. После того, как имам Ибн Гурмуз совершал полуденную молитву, Малик снова подходил к нему и снова здоровался. У него в руках были таблички, на которых он писал. Вы знаете, в то время не было бумаг, подобных этой. У них были каменные или деревянные таблички. И вот он подбегал к имаму и говорил: «Имам, буквально на пару минут. Тут один хадис. Не могли бы вы еще раз прочитать мне его?» Он старался извлечь как можно больше знаний из имама. И, конечно, имаму Ибн Гурмузу приходилось отвечать ему. Вот так имам Малик относился к учебе. Он добился превосходства в своих знаниях, стал настоящим знатоком наук. Бывало, что его сестра начинала беспокоиться, что он целый день стоит под солнцем. Она боялась, как бы это не навредило ему. Действительно, так и солнечный удар можно получить. Сестра жаловалась отцу, говоря: «Отец мой, брат все время стоит под палящим солнцем. Я беспокоюсь за него». И не забывайте, мы говорим о 12-летнем, 13-летнем парне, который целый день стоит под палящим солнцем. Отец же отвечал ей: «Не беспокойся, доченька, с твоим братом ничего не случится. Он изучает хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пускай терпит». Мои братья и сестры, не все студенты обязаны учиться так же, как имам Малик. Это не каждому дано. Есть люди, которые изучают математику, инженерное дело, астрономию. Не все должны быть экспертами в области фикха. Но основы религии обязаны знать все. Аллах, свят он и велик, говорит в Коране, что людям не суждено постигать одни и те же науки. Каждый должен заниматься тем, что умеет, и помогать друг другу, используя свои навыки. Например, если бы не Сальман Аль-Фариси, который предложил вырыть ров во время битвы Хандак, то мусульмане были бы уничтожены. И если все были бы исламскими учеными-факыхами, то кто строил бы дома, кто придумывал бы новые способы защиты от врагов и так далее и тому подобное. Братья и сестры в исламе. У своего первого учителя, Раби ар-Рай, имам Малик провел 7 полных лет. Затем он учился у известного имама Абдуллы ибн Гурмуза, да помилует его Аллах. Имам Малик провел у него 8 лет. Абдулла ибн Гурмуз был когда-то рабом. Помните, в прошлый раз мы говорили, что большинство учителей 4 имамов были иноземцами, прибывшими из других краев и обратившимися в ислам. Они были вольноотпущенниками, то есть когда-то были рабами сподвижников или табиинов. Ибн Гурмуз тоже был освобожденным рабом, и он был учителем имама Малика. Более того, когда-то он был рабом бывшего раба-сподвижника. И заметьте, братья и сестры, почти каждый раб-сподвижника впоследствии становился великим ученым в той или иной области. И вы знаете, кто такие были курайшиты? Это потомки пророка, да благословит его Аллах и приветствует, представители его семейства и его клана. Курайшиты, к ним относились с особым почетом и уважением. Так вот, они, курайшиты, лучшие среди арабов, приходили и смиренно брали знания у вольноотпущенников и бывших рабов. Это говорит о том, что когда вы стремитесь к знаниям, ваше положение и место в обществе ничего не значит. Вы все равны друг перед другом. Братья и сестры, я расскажу вам кое-что удивительное. У имама Малика была всего одна жена. Я думаю, сестрам будет приятно это слышать. В прошлый раз мы говорили, что у Абу Ханифы тоже была одна жена и один сын. У имама Малика была одна жена, но при этом у него было 3 сыновей и 1 дочь. Его сыновья не питали большого интереса к наукам, особенно старший сын. Он вообще не имел никакого интереса к знаниям. Никогда не слушал, что говорил ему отец, и единственное, что занимало его, это голуби. Так же, как и его отец. Он разводил голубей. Он не любил учиться. Имам Малик часто говорил своему сыну: «Сынок, люди прибывают ко мне из Испании, Хорасана и Африки, Китая, со всех концов земли. Они идут пешком, преодолевают сотни тысяч километров, находясь по 6 месяцев в пути, и все ради того, чтобы получить знания от меня. Оставьте этих голубей и посети хотя бы раз мой урок». Но сын так и не пришел на урок.
У него никогда не было тяги к знаниям. Он был равнодушен к этому. И это пример того, что не каждый ребенок обладает способностями к приобретению знаний. И пусть родители не переживают из-за этого. Некоторые с самого детства внушают ребенку, что он должен стать тем-то и тем-то. Но если он не становится таковым, то не беда. Ведь Всевышний Аллах не всем дал способностей и талантов. У кого-то они есть, а у кого-то их нет. Вы просто понаблюдайте, к чему ваши дети имеют больше предрасположенности, и развивайте в них эти направления. Поощряйте их, чтобы они становились лучшими в своем деле. Но главное условие, чтобы их интересы и навыки не были запретными. Если же это что-то дозволенное, то помогайте и мотивируйте их. Такова воля Аллаха. Иначе у нас не будет полноценной общины. Сын пророка Нуха, мир ему, был неверным, но Нух ничего не мог с этим поделать, хотя он был пророком Аллаха. Удивительно, но из всех детей имама ученым стала лишь его дочь. Не сыновья, а единственная дочь. Аллах говорит в Коране: кому-то Всевышний дает сыновей, а кому-то дочерей. И никогда не знаешь, кто из них принесет больше блага, сын или дочь. Именно дочь имама Малика стала ученой. Она выучила наизусть всю книгу имама Малика, которая называется Муатта. Мы еще поговорим об этой книге. Она знала огромное количество хадисов, рассказов, настолько, что иногда поправляла учеников своего отца. Когда имам Малик уставал, он просил свою дочь проверить их знания. Как это происходило? Она стояла за дверью, и когда кто-нибудь из учеников совершал ошибку, она стучала по двери и указывала на их ошибку. А затем говорила отцу, что в этом хадисе такая-то цепочка передатчиков. Вот такой была дочь имама. Поразительно. Мать имама Малика определила его будущее, а затем дочь имама унаследовала его знания. Хотя правильнее сказать, что она впитала в себя многое из того, что он знал. И когда имам смотрел на своего сына, на того, кто разводил голубей, то часто повторял: «Субханаллах, свят Аллах, который не сделал знание предметом наследства». То есть, если вы сын ученого, это не значит, что вы автоматически станете знающим человеком. Итак, у имама было два известных учителя – Раби'ат ар-Рай и имам Ибн Гурмуз. Имам Малик проучился 8 лет в школе имама Ибн Гурмуза. Затем они стали друзьями, и их дружба длилась долгих 30 лет. Ибн Гурмуз отправился в Египет и провел там всю оставшуюся жизнь. Имам Малик постоянно вел переписку со своим другом и учителем, пока тот не умер. И на этом их 30-летняя дружба подошла к концу. Имам Малик очень печалился, что так и не увидел своего друга в последний раз. Имам Малик учился у еще одного известного имама, которого звали Аз-Зухри. Расскажу вам одну очень интересную историю, которая произошла между имамом Маликом и имамом Аз-Зухри. Это было время праздника, и все студенты, как обычно, разошлись по домам. И что делает имам Малик? После праздничной молитвы он идет домой к имаму Аз-Зухри. Он еще даже не поел, в руках у него книги. Он подошел к дому и начал ждать своего учителя у ворот. Тогда имаму Малику было примерно 16 лет. И вот он ждет, пока учитель не выйдет. У имама Аз-Зухри была служанка. Она заметила имама Малика и сказала своему господину. Он спросил, кто ждет его на улице. Она говорит, что его ждет блондин. Так обычно имам Аз-Зухри называл имама Малика. Он позволяет ему войти. Когда Малик вошел, имам Аз-Зухри подумал, что тот пришел поздравить его и разделить с ним праздничный обед. Он положил перед ним еду, но имам Малик посмотрел на него и говорит: «Имам, я не хочу есть». Тот спрашивает: «Как это? А зачем тогда ты пришел?» Имам Малик отвечает: «Расскажи мне хадис». Когда мы говорим про хадис, то имеем в виду всю цепочку передатчиков, кто они были, когда жили и так далее. В тот день имам Аз-Зухри обучил его 40 хадисам со всеми цепочками передатчиков. Имам Малик записал все это. После этого он говорит: «Расскажи мне еще». Имам Аз-Зухри отвечает: «Иди и выучи сначала это, а затем приходи, и я расскажу тебе еще». Малик говорит: «Я уже выучил». «Выучил?» Тот говорит: «Да, расскажи мне еще хадисы». Затем Малик рассказал ему все 40 хадисов вместе с цепочками передатчиков и ни разу не ошибся. И это при том, что слышал их первый раз. Когда он закончил, имам Аз-Зухри посмотрел на него и сказал: «Встань, такой как ты не должен сидеть, встань». Поистине ты подобен сосуду, наполненному знаниями. Ты уникален. Одно из исключительных творений Всевышнего. Таким был имам Малик. Как мы уже сказали, что в возрасте 21 года он получил право выносить фетвы, шариатские решения по вопросам, которые никогда не возникали раньше. Грустно видеть, как сегодня людей называют муфтиями, хотя они и проучились всего-то пару лет, и даже не достигли степени муфтиев.
И такие вот муфтии направо и налево раздают фетвы, не осознавая, насколько это серьезно. Это большая проблема. Некоторые даже арабского языка не знают, но это не мешает им выносить решения так же быстро, как щелкнуть пальцем. Братья и сестры в исламе, кое-что я пропущу. Просто нет возможности за такое короткое время охватить всю жизнь этого великого имама. Хотя есть очень много интересного. Но скажу вам, что имам Малик был квалифицирован многими выдающимися имамами, которые по праву считали его одним из величайших ученых того времени. Например, вот что сказал о нем имам аш-Шафии. Если бы не Суфьян ибн Уяйна и Малик ибн Анас, которые учились в одно время и были ближайшими друзьями, то знание всего Хиджаза сохранилось бы лишь в одной Медине. Вот что сказал имам аш-Шафии. Особенностью, отличавшей имама Малика от имама Абу Ханифы, было то, что студенты Абу Ханифы были в основном жителями Ирака, из Куфы, Басры и других городов. Что касается имама Малика, то его студенты были со всех концов земли. Знаете почему? Я не хочу сказать, что студенты имама Малика были лучше, чем студенты Абу Ханифы. Нет, нет. Просто имам Малик жил в Медине, и люди, пребывавшие на хадж и умру со всего света, проходили через Медину, чтобы посетить могилу пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как и сегодня, люди со всего мира посещают Мекку и Медину. И то, что имам Малик жил в городе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, способствовало тому, что он очень быстро стал известен во всем мире. Хотя впоследствии имам Абу Ханифа и его мазхаб стали более известны и распространены в мире. Таким образом, весть об имаме Малике стремительно разлетелась по всему миру. Третьим учителем имама Малика был ученый по имени Нафи' ад-Дейлями. Его также называли Мауля ибн Умар, потому что он был бывшим рабом Абдуллы, сына Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен Аллах ими обоими. Абдулла ибн Умар был учителем Нафи', который стал очень важной фигурой среди ученых того времени. Абдулла ибн Умар освободил Нафи' ад-Дейлями, третьего учителя имама Малика. Имам Малик был одним из тех, кто передавал хадисы. Понимаете, о чем я говорю? Хадис состоит из двух частей. Из насса, то есть содержание самого хадиса, и санада, цепочки передатчиков. И это не то, как мы сегодня рассказываем хадисы. Передается от Абу Гурейры то-то и то-то. Хадис в сборнике Муслима. Нет, эти люди так не делали. Если вы взглянете в Тафсир Ибн Касира, то увидите, как настоящие ученые передают хадисы. Я изучал его, когда был молодым. Это было что-то. Я хотел прочитать всего один хадис, но для этого мне приходилось прочесть половину или даже всю страницу передатчиков. Такой-то слышал от такого-то. Тот мог не услышать его от того-то, но скорее всего он дошел до него, так его услышал третий, который знает о том, и наконец я дохожу до хадиса, который состоит лишь из одной строчки. Одна строчка и целая страница передатчиков. Затем я брал комментарии ученых об этом хадисе. Вот как эти ученые передавали хадисы. Они не говорили: пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, дела оцениваются по намерениям, и все. Нет. Вот так они начинали. Передается от того-то, который видел такого-то, а тот слышал от того-то, и так далее. Это и есть настоящее знание. Имам Малик обладал особенностью, о которой известно и по сегодняшний день. Он входил в золотую цепочку передатчиков. Если вы увидите хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который имеет следующую цепочку передатчиков, от Малика, который услышал от Нафи'а, который услышал от Умара, который услышал от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то знайте, что ученые единогласно признают эту цепочку передатчиков самой достоверной из всех имеющихся в сборниках хадисов. Они называют ее золотой цепочкой. Имам Малик передал, субханаллах. Сколько же он передал? В общем, он передал огромное количество хадисов, которые мы сегодня слышим. Сотни хадисов, которые мы все знаем. Его четвертым учителем был Ибн Шихаб аз-Зухри. Он был великим табиином. Это к нему имам Малик пришел в праздничный день, чтобы учить хадисы. Мы уже говорили об этом. Пятым учителем имама Малика был Джа'фар
Ас-Садик. Вы когда-нибудь слышали о таком? Имам Джа'фар Ас-Садик. К сожалению, сегодня некоторые последователи имама Джа'фара неправильно толкуют слова этого большого ученого и говорят о нем то, что не является правдой. Имам Джа'фар Ас-Садик был учителем и другом имама Абу Ханифы. Также есть и мазхаб, который называется джафаритским. Этот имам передал 9 хадисов, которые находятся в книге имама Малика, Аль-Муатта. Имам Джа'фар был внуком Али, да будет доволен ими обоими Аллах. Он был очень большим ученым, а также учителем имама Малика. Я бы хотел вам прочитать одно из самых известных изречений имама Джа'фара. Нам будет полезно его услышать. Оно касается предопределения. Имам Малик тоже разделял это мнение. Послушайте. Оно полезно для тех, кто часто спрашивает о судьбе, о том, что Аллах для них установил и что скрыто от нас. Имам Джа'фар говорил: Аллах, свят Он и велик, предопределил деяния и сделал их скрытыми от нас. Он желает, чтобы мы совершали деяния. То, что предопределено нам, Всевышний Аллах сделал скрытым. Но то, что Аллах желает от нас, сделал явным. И поэтому зачем нам переживать о будущем? Что там впереди? Братья и сестры, не думайте о сокровенном, о том, что скрыто от нас. Не переживайте о вещах, которые нам не дано постичь. Лучше думайте о том, что явно и понятно, и совершенствуйте это. Братья и сестры, как мы уже сказали, он был муджтахидом. Я бы хотел поговорить еще немного о его личных качествах. Мы знаем, что он был высоким и красивым мужчиной. Он любил одеваться в красивую одежду и элегантную одежду самого высокого качества. Он заказывал дорогие и модные ткани из Йемена, Хорасана и других мест. Одежду высшего качества. Вы подумаете, как это так? Имам и думает об одежде? Но у него была своя уникальная точка зрения по этому поводу. И в этом он отличался от остальных 3 имамов. И так он любил одеваться в очень красивую и элегантную одежду. Говорят, что одна из его накидок стоила 500 динаров. Поверьте мне, в те времена это была огромная сумма денег. Он также носил серебряное кольцо с черным камнем. На кольце было высечено: «Достаточно мне Аллаха, и как прекрасен Он в качестве покровителя». Вот что было написано на серебряном кольце. Он всегда купался по утрам, и от него всегда исходил самый лучший аромат. Имам Малик был известен своей любовью к благовониям. Его мышление немного отличалось от так называемых аскетов, людей, отрешенных от этого мира. Такое явление наиболее распространено среди суфиев. Это философское течение не существовало во времена имама Малика. Наверняка некоторые историки не согласятся со мной, но у меня есть доказательства, что суфизм, как официальное течение, возник через 2 столетия после имамов. Но такое явление, как аскетизм, отрешение от всего мирского, что часто приписывают суфиям, существовало и до них. Например, Хасан аль-Басри и Абу Ханифа были аскетами. Имам Малик в определенной степени. И даже пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И если быть точным, то суфизм практиковался на Западе, задолго до появления пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так что суфизм пришел из Запада и начал распространяться, когда мусульмане завоевывали новые земли на границе с Западом. Тогда это течение и появилось среди мусульман, которые впоследствии переняли некоторые идеи суфизма. И надо сказать, что некоторые учения суфизма замечательны и применимы в жизни, но есть в нем и то, что взято из греческой философии и мифологии, и особенно это касается их вероубеждений. Я говорю о посещении могил так называемых святых, мольба к ним, просьба о заступничестве, об исцелении. Все это ширк, да упасет нас от этого Аллах. Все это пришло из греческой философии и ей подобных. Что касается имама Малика, то он был настоящим аскетом. Но его философия отличалась от тех, кто называет себя таковым. Он говорил: «Зухд, отрешение от мирского должно быть в сердце, а не во внешности». Бывало даже, что он носил с собой небольшой платочек, и когда его спросили, зачем он его берет с собой, имам Малик объяснил это так: когда делаешь земной поклон, то часто приходится ставить лоб на твердую и грубую землю, ведь тогда не было красивых и мягких ковров, как сегодня. И от этого у людей появлялись натертые следы на лбу, следы от многочисленных поклонов. Имам заметил, что люди начали хвастаться этими следами.
Если увидят у человека след на лбу, значит он абид, усердно поклоняющийся. Хотя, может быть, он никакой не абид. То есть этим люди хотели показать, что усердный в молитве, далеки от всего мирского и так далее. Имам Малик же не хотел, чтобы у него был такой след. Ему не нравилось, что кого-то считают абидом или чуть ли не святым только потому, что у него отметина на лбу. Он хотел сломать этот стереотип. Он обладал очень сильным и волевым характером. Вы понимаете, о чем я? Ведь мы знаем, что есть люди, которые стремятся к довольству людей, и ради этого они даже готовы скрыть правду или пойти на обман. Имам Малик был совсем не таким. Когда он что-то говорил, то всегда основывался на доказательствах. И ему не было разницы, нравится людям его мнение или нет. Такой у него был подход. Во время его занятия все должны были молчать. Запрещалось что-либо говорить или высказываться. И в этом его отличие от Абу Ханифы, на уроках которого студентам позволялось коллективно обсуждать какой-то вопрос, спорить, доказывать свое мнение, как сегодня. Надо сказать, что в этом была своя необходимость, потому что Куфа была центром множества различных течений и идеологий, и порой только благодаря спорам удавалось найти истину. Что касается имама Малика, то он жил в Медине, и отношение к знанию там было совершенно другим. Все было строго и прямолинейно. В Медину не проникали идеи хавариджей, муаттазилитов, греческих философов и других заблудших течений. Имаму Малику не было дела до всех этих идеологий, и если кто-нибудь задавал ему такие вопросы, как, например, есть ли у Всевышнего рука, где он находится, в каком направлении и тому подобное, то имам Малик всегда отвечал очень кратко, но при этом жестко, заставляя замолчать спрашивающего. «Принимай как есть или уходи». Однажды был случай. Во время одного из занятий зашел человек и задал имаму следующий вопрос. «Имам, что означают слова «Милостивый вознесся над престолом»? Что означает «вознесся над престолом»?» Один из его студентов рассказывал, что имам Малик опустил голову, и можно было заметить, как с его лба капает пот. Настолько его разозлил этот вопрос. Он просто кипел от гнева. Затем он поднял голову и сказал: «Истауа вознесся». Нам известно. То есть понятно, что значит слово «истауа». В переводе с арабского это означает «вознесся», «возвысился над всем». Но как? Это нам неизвестно. Аллах вознесся согласно своему величию, как ему подобает. Задать подобный вопрос – это нововведение. А затем он повернулся к своим студентам и повелел: «Вышвырните его прочь отсюда». Его тут же схватили и выпроводили из мечети. Имам сказал: «Я утверждаю, что это нечестивый бидатчик, который хочет посеять смуту». Так он относился к подобным вопросам. Он не любил, когда его спрашивали: «Какой у вас довод?». Можно подумать, что тут такого, типичный вопрос. Но у имама Малика было свое мнение на этот счет. Его знали по всему миру. Например, жители Марокко, когда они не могли найти решение, отправляли посланцев в Медину с такими словами: «Имам Малик – самый знающий человек во всем мире. Нет ученого более знающего, чем он». Все это знали. И так и было. Даже учителя имама Малика спрашивали его мнение по тому или иному вопросу. И вот, имея такого имама, спрашивать у него довод. Ему это не нравилось. Сначала поймите суть вопроса, а затем просите доказательств. Есть одна забавная история, которую я услышал от одного из проповедников. Вернее, я где-то ее прочел. Какой-то имам рассказывал хадис, переданный Абу Гурейре, да будет доволен им Аллах. Один из студентов поднялся и спрашивает: «Имам, какова цепочка передатчиков? Ты хочешь знать цепочку передатчиков?» Тот студент не мухаддис. Зачем ему знать цепочку передатчиков? Тем не менее, имам спрашивает: «Хочешь знать цепочку? Хорошо. Передается от Ахмада, от Мухаммада, от Абдуррахмана, от того-то, того-то, того-то» и так далее. Он перечислил ему всю цепочку передатчиков. Студент все аккуратно записал за ним. Имам спрашивает: «Ты доволен?» Тот отвечает «да». Затем имам спрашивает у всех: «Кто знает этих передатчиков?» Одни начали гадать, мол, кажется, они знают этого передатчика или того. Имам говорит: «Вы все ошибаетесь. Ахмад – это мой сосед, а Мухаммад – пекарь, живущий на той стороне улицы». Он просто перечислил слова знакомых. Имам преподал ему урок. Имам-то знает довод, но когда ты спрашиваешь про него, ты должен понимать, что такое вообще довод. Ты должен достичь определенного уровня, чтобы понять тот или иной далиль. Мы можем спросить так: «Уважаемый имам, мы доверяем вам, но можно ли взглянуть на ссылку этого хадиса? Вы говорите, он в сахихе. Муслима? Да, у Муслима. И все на этом. Зачем спрашивать все подробности? Как будто
вы на одном уровне с учителем? И вообще, принесет ли это вам пользу? Надо проявлять мудрость в таких вопросах. Братья и сестры, имам Малик очень любил бананы. Он любил есть бананы. Серьезно. У него была сбалансированная здоровая диета. Однако, в отличие от других, имам Малик каждый день ел мясо. Когда его спрашивали, зачем так часто, он отвечал, потому что мясо дает мне силу и знания, которые я использую ради Аллаха. Он также ел много фруктов, чтобы обеспечить свой организм витаминами и минералами. Он говорил, что любит бананы, потому что они упоминаются в Коране. Это один из фруктов рая. Ему нравился приятный вкус и мягкость этого фрукта. И тут я вспомнил один интересный случай как раз на эту тему. Вообще, мазхаб имама Малика впервые появился в Африке, чтобы вы знали. Однажды я был на свадьбе у одних сомалийцев. И что мне запомнилось? Так это их еда. Практически в каждом блюде были бананы. Мясо с бананами, рис с бананами. Я прав? Вы тоже такое видели? Везде бананы, в каждом блюде. Интересно, не связано ли это с имамом Маликом и его любовью к этому фрукту? Вот таким был имам Малик. Часто можно слышать, как люди говорят, не нужно быть богатым, иметь дорогую одежду, машину, все это не нужно. Хочется узнать, откуда вы это взяли. У имама Малика есть две причины, почему он любил дорогую одежду и дорогой парфюм. Он говорил, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах любит созерцать признаки его благословения на своем рабе. И другая причина. Когда он давал уроки, то садился на то же самое место, где сидел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и обучал сподвижников. Это было то же самое место, где сидел Умар, да будет доволен им Аллах. И еще очень важно отметить, никогда за всю свою жизнь он не передавал хадис стоя. Когда имам Малик не хотел рассказывать хадис, обратите внимание, братья, это особенно касается тех, кто очень легко раскидывается хадисами, сидя за клавиатурой и под вымышленным именем, чтобы никто их не узнал. Итак, прежде чем рассказать один единственный хадис, имам Малик принимал душ или делал омовение, совершал молитву в 2 раката, одевал самую лучшую одежду, наносил самое лучшее благовоние. Затем он входил в мечеть, шел тихо, не произнося ни единого слова, дожидался момента, пока его не охватит полное спокойствие и умиротворение. Клянусь вам, я не преувеличиваю. Это слова его студентов. Затем он садился на то же самое место, где сидел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, смотрел на своих студентов и начинал рассказывать хадис со всеми его передатчиками. Вот как имам Малик рассказывал хадисы. Вы видите, насколько это были выдающиеся личности, не говоря уже об их знаниях. Да, я знаю, время уже подходит к концу. Иншаллах, мы закончим рассказ об имаме Малике на следующей неделе. И в конце я расскажу вам вот о чем. У имама Малика был очень скромный дом. Скромный, но очень опрятный и чистый. Не думайте, что он был богачом. Всю свою жизнь он прожил в съемном доме. Он снимал свое жилище. И угадайте, кому принадлежал дом, который он снимал. Он принадлежал человеку, который купил его у другого человека, который, в свою очередь, купил его у одного из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Этого сподвижника звали Абдулла ибн Мас'уд. Именно в этом доме и жил имам Малик. Это был очень аккуратный и опрятный дом, прекрасно декорированный, в нем была лучшая мебель. Имам Малик снимал этот дом, но, как я уже сказал, он не был богатым человеком. Одну комнату он держал для своих студентов, чтобы они могли там жить и заниматься. Многие ученые так поступали. Они обеспечивали нужды своих студентов, во всем им помогая. Был даже момент, когда ему пришлось продать доски, закрывавшие потолок его дома. Не хватало средств, нужно было на что-то жить и обеспечивать образование студентов. Братья и сестры, давайте вернемся к нашей главной теме. С чего мы начинали эти лекции? Аят Всевышнего гласит: «Поистине среди рабов самые богобоязненные – это праведные ученые». Имам Малик, так же как и имам Абу Ханифа, обладал таким качеством, как вараа. Вараа – это означает, что они воздерживались даже от самых незначительных, дозволенных вещей, боясь, что они могут привести их к запретному. Эти люди не знали, что такое спиртное, ложь, обман, азартные игры. Они никогда не злословили, не завидовали, никогда не смотрели на человека взглядом презрения или надменности. Никогда. Таким был их образ жизни.
И поистине они были похожи на ангелов. Во всех смыслах этого слова. Они были подобны ангелам, спустившимся на землю. Вот это и есть тема нашей встречи. Иншаллах, на этом мы сегодня закончим. А напоследок я расскажу еще кое-что о доме имама Малика. Мы еще поговорим об этом, иншаллах. Итак, на входной двери висела табличка, на которой был написан следующий аят. Когда ты войдешь в свой сад, то есть в свой рай, скажи: «Так пожелал Аллах». Это довод, что можно вешать аяты из Корана на дверях. Это не запрещено, иншаллах. Имам Малик повесил этот аят для напоминания тем, кто входит к нему, чтобы люди не врывались к нему в спешке и суете, а останавливались, прочитали аят и помянули вечную жизнь. Иншаллах, на этом мы закончим лекцию про великого имама Малика. На следующей неделе мы продолжим рассказывать о нем, а затем начнем историю про имама Аш-Шафии. После него расскажем про имама Ахмада ибн Хамбаля, иншаллах.